Каждый, кому доводилось бывать в горах Северного Кавказа, согласится, эти горы одухотворены. Невозможно пройти по этой земле и остаться равнодушным к голосу неба. До него здесь рукой подать. Что за боги обитают в древних ущельях? Ответ на этот вопрос мы искали в Греции, Германии, Армении, России и, конечно, в самой Осетии. Именно здесь ответ словно сам собой проступает на скальной поверхности. Аланы, ясы, осетины. Эти этнонимы давно появились на страницах летописей. Исторические сверстники, народы, с которыми они соседствовали, торговали, воевали, давно исчезли с лица земли. А их история продолжается. Они живут, трудятся, сохраняют верность своим обычаям, своему языку. И в любом осетинском застолье первая мысль, первое слово о великом Боге. Что меня поразило или так удивило приятно, когда я приехал на Владикавказском Махачкалинскую епархию, это первое осетинское застолье. В том смысле, что не только застолье было обильным и хлебосольным, и гостеприимным, а что среди всего прочего здесь наблюдалось литургическое, как бы продолжение литургической жизни. Когда за столом сидит старший, начинает возглашать не просто какие-то шутки или какие-то там смешные истории, а человек старший, уважаемый, начинает с молитвы. Но молитвы кому? В застолье кажется, что ответ очевиден для всех. Но не противоречит ли народная традиция строгому христианскому богословию? И есть ли место в православной душе для обычаев седой древности? Вы знаете, я 10 лет, вот как здесь настоятельница, и на любой праздник у нас стоит 3 пирога. И мы все молимся, и разрезаем пироги, и все радуются. И праздники наши знают в народе очень хорошо. Вот. Вопрос в другом. Ну что для меня 3 пирога, если у меня не будет Христа? Какая же вера является для осетин исконной, в точном смысле слова верой отцов? Чтобы разобраться, начинать придется с самого начала. Что первично, потребность в Боге или встреча с Богом? История человеческого рода дает однозначный ответ. Бог идет навстречу тем, кто его ищет. Эти поиски не бывают простыми, но упорство всегда вознаграждается. В незапамятные времена предки современных осетин искали духовную истину. Ради встречи с ней они готовы были совершать далекие паломничества, подниматься по крутым тропам в древние святилища, скрытые в складках гор. На этом месте сидел человек, старик, которого звали Ашахмат или Асахмат. Он встречал паломников, которые приходили к храму, которые на территорию заповедника этого заходили. Он умер, здесь он умер, и здесь же он, согласно преданию, похоронен. То есть это образ
такого встречающего, образ привратника. Само понятие дзуара, святого места, стало здесь неотъемлемой частью пейзажа. Присутствие святыни постоянно ощущают те, кто живет и трудится в горах Северного Кавказа. На этих камнях основано то, что делает осетин столь непохожими на других, столь самобытными в хороводе этнического многоцветия. И надо быть очень чутким, очень внимательным, потому что в рамках этой традиции народ тысячелетиями находил ответы на самые главные экзистенциональные вопросы. Ответы находил на вопросы жизни и смерти, на вопросы ценностей, жизненных ориентиров. И мы к этому наследию, к этой традиции никак не можем относиться свысока и как-то с презрением. Вопреки распространенному заблуждению, язычество не всегда и не обязательно являлось препятствием на пути христианской проповеди. Взять, к примеру, классический народ древности – греков. Их менталитет оказался настолько благодарной почвой для христианства, что в процессе христианизации эллины обогнали даже иудеев, тех, к кому проповедь Христа была обращена в первую очередь. Впрочем, и сами иудеи, народ Ветхого Завета, сохранили в Священном Писании свидетельство того, как далеко могут зайти язычники в богопознании. И мы знаем пример Мелхиседека, царя и священника, который не принадлежал к ветхозаветному народу, но он был почитателем единого Бога, и его жертвы принимались Богом. И в одной евхаристической литургической молитве так и говорится: «Господи, прими нашу жертву, подобно тому, как Ты принял жертву Мелхиседека». И вот в остинской традиции мы соприкасаемся с таким духовным наследием, к которому нельзя так свысока относиться, как к чему-то такому языческому, тому, что надо преодолеть, отбросить. Наоборот, это своеобразный Ветхий Завет осетин. Собственный Ветхий Завет. Не каждый народ имеет основания гордиться тем, что зашел так далеко в своих религиозных поисках. Еще меньше таких, которые донесли отголоски сакральных знаний далекого прошлого до наших дней. Но на смену Ветхому Завету пришел Завет Новый. На смену догадкам человека о природе Бога и о законах мироздания пришли знания, которые сам Бог счел нужным и своевременным открыть человеческому роду. Шаг навстречу благой вести христианства требовал большой мудрости и большого мужества. Было особенно важно, чтобы приверженность старой традиции не оказалась важнее истины божественного откровения. Да, были какие-то разногласия, но то, что и до христианства на земле Алании царило единобожие, это создавало очень благополучную почву для того, чтобы христианство было православие, именно православие, я говорю. По преданию, Алания является страной апостольской традиции. Это значит, что ученики и спутники Христа, Андрей Первозванный и Симон Канонит, дошли до Кавказа и проповедовали здесь. Но христианство пускало корни не в пересохшую землю духовной пустыни. Наследники арийской религиозной традиции оказались подготовленными ко встрече с новой верой. Те ценности, которые принесло с собой православие, христианство, они были не только не чужды, а довольно тесно переплетались с традициями и обычаями нашего народа. И, за исключением там каких-то языческих верований и традиций. И поэтому православие, так вот, христианство, оно очень
так свободно вошло в жизнь осетин. Заметим, что эпоха первых святых аланского происхождения отстоит от времени земной жизни Иисуса Христа менее чем на столетие. О том, как и когда евангельская проповедь впервые коснулась аланской души, рассказывают письменные источники соседей аланов по Кавказу, армянских христиан. За этими свидетельствами мы приехали в священный Эчмиадзин, духовный центр армянской цивилизации. Мы находимся в музее кафедрального собора Святого Эчмиадзина, который находится в Первопрестольном Святом Эчмиадзине, духовном и административном центре Армянской апостольской церкви. Музею уже более чем 200 лет, и здесь выставляются основные реликвии, святыни армянской церкви, а также экспонаты, свидетельствующие об убранстве армянской церкви, об одеяниях, облачениях, употребляющихся или сосудах, употребляющихся в армянской апостольской церкви. Но кроме того, здесь хранят память об аланских святых, которые приняли крещение в водах реки Евфрат от старца Хрисоса, ученика и крестника самого апостола Фаддея. Жития святых, которые существуют в наших рукописях, упоминают о святых сукоясанцах еще в начале принятия христианства в Армении. Святые, которые были преданы мученической смерти на территории Армении в 130 или 140 году. И это аланские святые. Аланы, которые прибыли в Армению вместе с аланской принцессой Сатаник, которая вышла замуж за армянского царя Санатрука. И вместе с ней прибыли также аланские князья во главе с князем Сукиасом. Это имя его после крещения, потому что до крещения его звали Багатра. Аланские вельможи составляли почетный эскорт и должны были служить будущей армянской царице. Но они услышали проповедь святых воскянов. Эта проповедь перевернула их жизнь. Они оставили двор и удалились в пустынные места, на склоны горы Джарабаш. И вот 44 года на этой горе они жили, как описывают, ужасной аскетической жизнью, потому что одежда их полностью обветшала, и питались они лишь травами, как упоминается в житиях, как овцы. К несчастью, через 4 десятка лет о них вдруг вспомнили на родине. Взошедший на престол новый аланский царь Гигианус возжелал вернуть князей домой. Видимо, он предполагал найти опору в лице этих знатных и достойных людей. Вот только они уже служили новому царю, царю небесному, и возвращаться к своему земному владыке отказались. Что, конечно, вызвало ярость аланского царя, и снова обратно послал своего полководца. Он просто распорядился, дабы зарубили мечами этих святых, ибо никак не мог принять, что можно обменять что-либо непонятное ему на истинную и реальную власть, которую он обретал, и богатство, которым он располагал. И вот, прибыв полководец, предал их мученической смерти. Описание их мучений почти так же ужасно, как сами муки. Но и посреди пыток их взоры были устремлены на израненного Сына Божия на кресте. Они воочию видели, кто ждет их за порогом смерти. Двое из этих святых бежали. Это были двое самых младших князя, и которым очень трудно было примириться с подобной судьбой. И
бежав, впоследствии они вернулись на место, где были преданы мученической смерти святые сукиасянцы, но, к сожалению, они не нашли каких-либо тел на этом месте и увидели лишь пролитую кровь, и именно в этих местах они установили валуны, которые и впоследствии, где изобил животворный чудодейственный источник. Когда христианство стало государственной религией Армении, святой Григорий Просветитель, первый патриарх Армянской апостольской церкви, именно на этом месте, рядом с источником, построил монастырь в честь и память аланских князей, святых сукиасянцев. Они стали первыми святыми мучениками среди алан, но, как мы увидим, не последними. В армянской церкви есть отдельный день, когда поминуется память святых сукиасянцев, которые своей мученической смертью до именно официального провозглашения христианства в Армении официальной религией, государственной религией в начале IV века, именно они стали тем истинным светом, который воссиял в армянской земле. Впрочем, аланское подвижничество не ограничивалось географическими рамками Кавказа. Как аланы-завоеватели в эпоху переселения народов триумфально прошли по всей Европе, так и христианские святые аланы оставили свой след во многих европейских странах. Взаимное влияние народов имеет разные формы. Иногда оно принимает форму завоеваний, иногда торговли и культурного обмена, а иногда христианской проповеди. Результаты такого влияния оказываются самыми долговечными. Наша вера не связана с тем или иным народом, как уже мы читаем в Новом Завете, что у Христа нет ни эллина, ни иудеина, а все мы Божьи. И для нас это более однозначно, потому что мы живем в Германии и, естественно, питаемся из тех корней, которые здесь привились в самой Германии и вообще в Западной Европе, где христианство было принято намного раньше, чем на Руси. И конечно, разные обстоятельства, которые привели к этому, но для нас важно, что тогда это была единая вера, неразделенная и единая церковь. Мы вспоминаем, что святой Афанасий Великий был в ссылке здесь, в Германии, в Трире, недалеко от того места, где святой Гуар подвязался. Упомянутый владыкой святой Гуар – совершенно замечательный персонаж европейской священной истории. По необыкновенной популярности и интенсивности прижизненного почитания он напоминает нашего Иоанна Кронштадтского. Вот только жил он в VI веке. С тех пор аланское имя навеки прописалось на берегах Рейна. К святому подвижнику и при жизни, и после смерти за помощью и утешением стекалось такое количество паломников, что Карл Великий благословил строить на месте его кельи монастырь, один из первых в Германии. Так келья стала зерном, из которого вырос монастырь, а из монастыря вырос город, названный именем своего основателя – Санкт-Гуар. Монастырский храм на протяжении 14 столетий много раз перестраивался. Готика сменила романский стиль, барокко украсила суровые стены кудрявым декором. А сама Германия за прошедшие века пережила реформацию, эпидемии, разделения. Менялась страна, войны перекраивали карту Европы. А вот святой Гуар по-прежнему обитает здесь,
оставаясь для нас, его соотечественников и потомков, настоящим духовным окном в Европу. Ja, mit der Geschichte von Goar ist es sehr interessant, weil wir in eine ganz frühe Zeit zurückgehen. Настоятель храма, пастор Краммес, охотно говорит о своем небесном патроне. В числе прочего, он рассказывает прекрасную историю о том, как святой Гуар был обвинен перед епископом Трирским в том, что он ест и пьет с паломниками, не соблюдая постных дней. На это Гуар ответил совершенно по-осетински: «Гостеприимство важнее личного благочестия». Священник показывает нам изображение святого на готических сводах. В одной руке у Гуара литургическая чаша, в другой — тот самый храм, по которому мы ходим. А есть в храме другие его изображения, допытываюсь я. Своеобразный квест по следам аланского святого продолжается. Пастор ведет меня в алтарь. Здесь, в нише кафедры для проповедника, находится скульптурное изображение Гуара, совсем молодого еще человека. Изо всех многочисленных портретов святого этот самый древний и, возможно, самый достоверный. Великие реки, артерии, по которым столетиями свободно перемещались товары, люди, идеи, растворившись в мутной воде Рейна, смешавшись с верой и мифами других народов, духовное наследие Скифии стало частью коллективного сознания Европы. Впрочем, берега Рейна — не единственное место, где можно найти следы аланских святых. Из Санкт-Гуара отправляемся на юг, в Баварию. Здесь, на окраине Мюнхена, есть скромный православный храм, построенный, кстати, в лучших традициях русской церковной архитектуры. Но приехали мы сюда не ради его архитектурных достоинств. Внутри храма, среди прочих священных реликвий, хранятся частицы мощей 3 аланских мучеников XVII века — святых Бедзины, Шалвы и Элисбара. Несмотря на грузинские имена, все 3 имели бесспорное осетинское происхождение. И хотя драматические обстоятельства их гибели связаны с кровавой враждой соседей по Кавказу, сами они сегодня не разделяют, а соединяют народы. Это были мученики княжеского рода, которые пострадали, если я правильно помню, от персов. Одна из них была в самом деле и глубоко связана с монашеской чиной, и вот их 3. Так что эта история очень интересная, потому что борьба против персов вообще воссоединила тогда и очень тесно и грузинскую, или, скажем, иверскую церковь с аланской церковью, или осетинский народ с грузинской, если вот так. Тут уместно вспомнить еще одну алано-грузинскую историю святости. Есть такой остров в Эгейском море – Патмос. Прославился он тем, что в конце I века сосланному сюда старику Бог показал в видении будущее мира. Сосланного звали Иоанн. Любимый ученик Христа, единственный из всех, кто дожил до глубокой старости. Возможно, именно для того, чтобы, лежа на каменном полу, здесь, в этой открытой всем ветрам пещере, увидеть картины страшного суда Божия над лукавым человеческим родом. Так родилась книга, известная нам как «Апокалипсис». Но каково приходилось тому, кто ее написал? Углубление в скале служило ему подушкой. В его возрасте даже просто подняться с каменного ложа было непросто. Иоанн буквально выцарапал в скальной породе маленькое углубление, чтобы браться за него рукой и таким образом садиться. Но немощь не мешала ему быть собеседником Бога и пророком будущего века.
Ну хорошо, а при чем здесь аланы? А вот при чем. Спустя 8 веков на этом острове появился еще один христианский аскет, великий почитатель и последователь Иоанна Богослова. Он не был рыбаком, как апостол Иоанн. Источники в грузинском монастыре Афона называют его философом и аланом. Так это или нет, выяснить нам не удалось. Все местные почитатели преподобного старца пожимали плечами. Какая разница, какого он племени? Впрочем, имя у монаха было греческое – Осия Христодулос. Преподобный Христодул – это тот, кто живет глубоко в нашем сердце. Он больше, чем отец. Что бы с нами ни случилось, заболит что-нибудь, мы всегда обращаемся к нему, говорим с ним. И не было случая, чтобы он не ответил. Он действительно всегда рядом с нами. Мы слышали о нем столько историй, особенно от наших бабушек. Даже если шел дождь, когда звонили колокола, они всегда говорили: «Прекращайте работу, нас зовет наш отец, нам пора в храм». Ава Христодул был даже по церковным меркам блестяще образован. Кроме греческого, он в совершенстве знал арабский. Известно, что он побеждал в диспутах с мусульманами, благодаря тому, что знал Коран лучше их. Здесь, на Патмосе, преподобный Христодул основал монастырь, который до сих пор царствует над местностью и служит для всех маяком, и в высшем духовном, и в сугубо практическом смысле этого слова. Если Христодул все-таки действительно был выходцем с Кавказа, то и здесь, на островах далекого Эгейского моря, он свил себе и своим духовным чадам настоящее орлиное гнездо. Попрощаемся с преподобным Христодулом, философом, и отправляемся дальше. Пора домой. А в пути поразмышляем о том, что Греция, как и Алания, тоже имела богатейшее языческое наследие. И также могла опасаться, что вселенское христианство растворит в себе античную красоту без остатка. Но случилось иначе. Именно христианство подняло греков на великую историческую высоту. Они создали бессмертную греческую культуру – Византию. Собственно, само православие в известной степени является синтезом античной культуры их библейского традиции веры. И вот, следуя своим предшественникам на этом поприще, аланы осуществили вот этот синтез, и благодаря этому христианство стало не только религией правящего сословия, но стало и народной религией. Итак, вернемся на родину и посмотрим, как складывался синтез старого и нового благочестия в горах Северного Кавказа. Действительно ли апостольская проповедь имела место на территориях проживания алан? Свидетельство в пользу этого можно найти лишь в предании. Впрочем, для людей здравомыслящих предание – одна из форм народной памяти. Нередко бывает так, что случайные открытия или, наоборот, многолетнее научное упорство подтверждают достоверность мифов и легенд. Так Шлиман нашел свою Трою. Мы уже говорили о том, что в Алании христианская проповедь упала на почву, подготовленную тысячелетним арийским благочестием. И древние духи гор, всегда почитаемые в ущельях Кавказа, узнали себя в христианских святых.
Вы знаете, это так все сложно переплелось за все эти века, что сегодня до сих пор спорят, является ли Вашторджи святым Георгием. Хотя величайший лингвист XX века Василий Иванович Абаев говорил о том, что не иначе как расшифруется как Васгергий, да, святой Георгий. А у нас там до сих пор спорится, кто такой Васила, при том, что Васила – это и есть святой Илья, да, то есть пророк Илья. У нас там праздники национальные празднуются, все осетины празднуют, и Квазан – это Пасха, и там, допустим, Кардак Хашан – это, значит, Троица, дословно нести траву, да. Потом, там, допустим, Донышкафан – это, как по-астински, так, хватать воду, нести воду. Это богоявление и так далее, и так далее. Как примитивно и просто объясняли нам в советской школе такие совпадения. Дескать, хитрые церковники приспосабливали для своих нужд местную традицию. Но все было гораздо интереснее. Эта местная традиция обладала знаниями о Боге, которые в христианстве получили развитие или объяснение. И что еще более важно, в те годы, когда христианство в очередной раз подвергалось гонениям, было лишено голоса, именно традиция сохранила в народном сознании важнейшие нравственные истины. Скажем, зайти в глухой аул, где никогда, скажем, в храме человек не был из этого аула, но они могут отмечать праздники, которых, наверное, 70-80% христианские. То есть они их интуитивно делают, но многим, многие эти, какой праздник с чем связан, допустим, они уже и позабыли. Наверное, уже все меньше и меньше таких мест, но все-таки еще есть такие места. А их начинаешь им объяснять, а вы вот понимаете, этот праздник вы отмечаете? Да. Ну почему? Ну мои родители отмечали. Впрочем, свидетельства той эпохи можно найти не только в предании, но и в письменных источниках. В них определенно зафиксировано утверждение христианства в Алании более чем за 1000 с лишним лет до наших дней. Большинство исследователей, и не даже большинство, но не нашлось никого, кто бы его стал подвергать сомнению. Те же византийские источники и все остальное. Многие арабские источники сообщают, что народ Аас, который жил и исповедовал веру христианскую. Уже в XII веке Никифор Василаки, известный византийский богослов и писатель, с похвалой говорит об аланах в панигирике императору Иоанну Камнину. Иные народы выделяются множеством своих сил, а другие – храбростью и воинским умением. Но этот победил их всех и служит только Христу. Правитель Алании получает от византийского императора особый титул – Иксусиократор. Это ставит его гораздо выше царей других народов, вовлеченных в орбиту византийского влияния. Не исключено, что особый титул был изобретен специально для этого единственного случая. Алания становится форпостом христианства, а аланы – главными союзниками Византии на Кавказе. Другое дело, что сразу за этим мы пережили монгольское нашествие и практически были уничтожены. Нашествие Тамерлана едва не стерло Аланию с исторической карты. На целые века живущий здесь народ остался без национальной власти и национального священства. И все же Божье благословение не покинуло этих мест. В конце XVIII века иностранные и русские экспедиции, научные и военные, проникают в высокогорные районы Кавказа. Здесь они повсюду обнаруживают руины древних христианских святынь. И вот это вот меня поразило, что остаток того древнего благочестия христианского сохранился как никогда, наверное, ни в одном христианском народе. Потому что, я не знаю, может быть, есть еще где-то такие народы, которые сохранили эту традицию, но здесь она хранится до сегодняшнего дня. Древние храмы, могильные камни,
святилища в горах повсюду несут на себе знак животворящего креста. Не нужно никаких других доказательств того, что именно крест Христов осеняет и благословляет эти горы. Сегодня Осетия находится в лоне Русской Православной Церкви, и нам очень важно соединить национальную культуру, язык, архитектурную традицию, певческую традицию с христианством, чтобы народ воспринимал христианство не как привнесенную религию, нечто искусственное, а как свое родное. Не только русские церковнослужители, но и русские ученые, реставраторы, историки открывают для себя тысячелетние памятники аланского христианства. И даже те, кто повидал на своем научном веку чудес, искренне восхищаются увиденным. Ну, это очень уникальные вещи, потому что это вот единственное, что сохранилось из живописи, да и архитектура сама, и очень интересная древняя архитектура. Вот. Ну и опять же, Нузальская часовня тоже интересный памятник, склеп, превратившийся в часовню или в маленькую церковь. Правду говорят, храмы никогда не бывают пустыми. И все же это великое счастье снова наполнить их жизнью. Впервые за долгие годы кадильный дым поднялся к небу возле одного из древнейших храмов Алании. Нузальская часовня не просто памятник тысячелетнему аланскому христианству. По преданию, именно здесь похоронен последний великий царь аланов Ос-Богатар. На тебе. Зачем пришел, сказал, Помилуй нас, Боже, по величной милости Твоей, молим, где услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, боги души, раба Божия, присупоминаемого Богатара, и посвятись ему всякому прегрешению вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. В этом месте чудесным образом соединяются святость великого Бога и память великого царства православной Алании. Вы знаете, это необыкновенные места. Вот буквально недавно, посещая Нузальский храм, это гробница Ос-Богатара, где он похоронен по преданию, там сохранились великолепные фрески, мы там совершили богослужение, молебен за много-много веков, наверное, впервые. И вот этот храм как-то остался в моей памяти. Там всегда возле этого храма в любую погоду. Здесь туман, какая-то непогода, там же солнышко и тепло. Кажется, сам кавказский пейзаж предрасполагает к христианству. До того напоминает он местами высокогорье Иудеи, местами горы Греции. Христианство родилось и формировалось в похожих местах. И дух первых христиан позаимствовал у скальных пород твердость и неуступчивость, у горных вершин глубину и широту кругозора. И сегодня священноначалие Русской Православной Церкви видит свою задачу именно в том, чтобы бережно, с любовью и пониманием воскресить ту изначальную христианскую святость, которая поселилась в этих местах едва ли не с апостольских времен. Как говорит владыка Зосима, чтобы открылось то, что было в начале. А было в начале вот то самое древнее
христианское благочестие, которое сохраняется в душе народа, и нужно это приумножить, нужно, как апостол Павел говорит, возогреть, поддержать, укрепить, духовно наполнить. Свидетельством признания заслуг и почтенной древности аланского христианства стало возрождение в конце 2012 года самостоятельной Владикавказской Аланской епархии. Действительно, наша кафедра очень молода по сравнению с христианством, которое отвечает на всю ту трагичность нашей истории, трагичность существования человечества. Христианство отвечает на исконное чаяние человеческого существа и запросов человеческой души. Когда-то здесь, в Нижнем Архызе, в долине реки Большой Зеленчук, находился центр Аланской епархии. Этот храм X века является зримым доказательством того, что церковная организация аланского христианства насчитывает более 1000 лет. Сегодня, впервые с тех пор, как перестала существовать многострадальная Аланская епархия, у православной Осетии появился собственный епископ. Вот в преддверии 1000-столетия крещения Алании очень важно, чтобы мы этот знаменательный юбилей встретили не с разрушенными, забытыми, заброшенными памятниками, а с возрожденными, хотя бы тех из них, которые представляют особую ценность уже не только для Осетии, но для российской культуры, для мирового христианства. Родство аланских и русских христиан имеет давнюю историю. В конце XII века аланская княжна Мария стала женой русского князя Всеволода. В истории он получит прозвище «Большое гнездо». Именно его потомки долгие годы будут правителями русского государства. А жена окажется светочем православия в русской земле, строительницей городов, мудрой соправительницей мужа. И вот это семя святости легло сюда, в нашу Владимирскую землю, под своды, под полы нашего храма, и отсюда шло дальнейшее русское благочестие. Мария Ясыня прожила в браке со своим мужем, великим князем Владимирским Всеволодом, 30 лет и получила удивительную награду за свое благочестие. Не только она сама признана святой, канонизированы ее дети, внуки и даже правнуки. Среди ее прямых потомков 13 святых благоверных князей, прославленных всей Вселенской Церковью. Например, у нее 3 святых сына, 3 святых внука, 5 святых правнуков, 2 святых праправнука. А имена-то какие? Имена действительно необыкновенные. Ее внук – святой благоверный князь Александр Невский. Правнук – преподобный Даниил, истинный духовный отец Москвы. И еще не раз пути русского и аланского христианства пересекутся. Например, под эдиктом Константинопольского собора, утвердившего патриаршество в России,
стоит подпись Пахомия, архиепископа Алании. Между тем, этнополитическая карта Северного Кавказа неузнаваемо меняется. Адыго- и тюркоязычные племена принесли в эти горы собственные верования. В XVIII веке соседи аланов приняли ислам. Остаток древнего народа, некогда гремевшего на пространствах от Атлантического до Тихого океана, превратился в окруженный со всех сторон племенами иноверцев островок христианства. Но даже пришедшие в упадок, лишенные священства, полуразрушенные храмы в горах остаются бастионами благочестия, хранилищами накопленной святости. Ведь вы знаете, что храмы в Алании не оставались, в общем, те, где, конечно, люди сохранялась жизнь, они не оставались без присмотра. Всегда за храмом следил зуар-лак, то есть человек, который был наделен вот тем маленьким обществом, селением, поселком за какие-то свои особые заслуги. То ли он был как бы такой воин, защитник, то ли он был наипорядочнейший, мудрейший человек, да? То есть нельзя было, чтобы зуар-лагом стал человек, который там был, простите, подонком или предателем. Это просто было невозможно. Вот, все знали, зуар-лаг – это очень почитаемый человек. То есть раньше это был священник, а поскольку мы лишились священника, это стал человек, присматривающий за зуаром, присматривающий за церковью. В 1860 году неплохо осведомленный император Александр II пишет в рескрипте своему кавказскому наместнику: «Православная христианская вера в древние времена была господствующей в тех местах Кавказа, где ныне преобладает магометанство. В горах, однако же, до сих пор сохранились многие остатки бывшего, но не угасшего еще там христианства». Трудно отрицать, что российская администрация тоже не всегда проявляла достаточную гибкость и компетентность. Случались на Кавказе талантливые имперские и советские начальники, бывало и наоборот. Но есть простой и неоспоримый критерий. Если в момент присоединения к России нас было около 60 тысяч человек, да, то можно сегодня радоваться мудрости наших предков, которые свои взгляды направили в сторону России, а не Турции, скажем. Потому что сегодня нас уже больше 800 тысяч. С того момента, как Россия укрепилась на землях Северного Кавказа, осетинское христианство разделило судьбу христианства русского. Вместе с ним поднималось, вместе падало. Вместе с русским народом переживало периоды духовного беспамятства и жестокой религиозной засухи. Я ведь помню этот период, я родилась в 1974 году, период, когда церкви были закрыты. Мы играли на развалинах Остинской церкви. Мы не понимали, что это церковь. Казака-разбойника, какое-то заколоченное здание, ничего не понятно. Через какое-то время я крестилась в этом храме. Сколько раз за 2000-летнюю историю христианства мы наблюдали это чудо, как на выжженном пустыре человеческих душ вновь неизвестно откуда появляются ростки веры. Кто же указывал путь, когда не было рядом поводырей? Как современный осетин, рожденный в неверующей советской семье, находил дорогу домой, к вере своих предков? В моем случае это в самом деле были молитвы предков православных. Это со стороны моей русской бабушки. Там были войны, погибшие за родину свою, и еще во время гражданской войны, и также во время Великой Отечественной войны. Но также, больше всего, это молитва брата моего прадеда, иерея Георгия Сикоева, который многие десятилетия миссионером, священником служил на Северном Кавказе, в Осетии. Воины Христовы,
это не просто фигуральное выражение. Это единственная форма выживания христианства в мире, где избыточествует зло. В нескончаемой битве за спасение души есть свои знамена и полководцы, свои крепости и твердыни. Кавказ был и остается кипящим котлом, в котором тесно соседствуют, а то и противоборствуют разные народы, разные веры и языки. Народ Осетии видел уже столько завоеваний, нападений, терактов, посягательств на свою территорию, жизнь и свободу. Сегодня он, в довершение ко всему, политически разделен на Осетию Северную и Южную. Но над обеими частями разделенной Алании одно христианское небо. У них общая христианская история. В них единый дух. Святыни Южной Осетии – памятники того же аланского православия. И те же святые стоят на страже этой многострадальной, щедро политой кровью земли. Как устоять? Как сохранить свою самобытность в агрессивном окружении среди угроз третьего тысячелетия? Тысячи мужчин и женщин Осетии находят ответ на этот вопрос в Святом Крещении. Каждое воскресенье в среднем от 20 до 40 до 50 человек. Каждое воскресенье. И это как бы норма. Я думал, что это везде так. Для меня какое-то такое... Сейчас узнаю, что, оказывается, не везде так. Это от 20 до 50. Летом иногда бывает, а вот прошлым летом 75 человек за один раз один. Как бы. И из них, наверное, где-то 45 дети. Новорожденные чада церкви. Разве похожи они на побежденных? На тех, кто слепо согласился растворить в купели христианского крещения свою тысячелетнюю самобытность? Или свидетельство о крещении – это паспорт гражданина вечности? Мы когда вот устроили первое массовое крещение, мы не понимали, что оно будет массовым. Ну, просто это для нас было открытие. Мы объявили о крещении и покрестили в первый день 1400 человек. 1400 человек в нашем озере. То есть у нас не хватало крестиков. Мы судорожно там ездили по соседним церквям и забирали все кресты, которые были. Матушка Нонна, отец Стефан. Два настоятеля двух аланских монастырей – мужского, Успенского, и женского, Богоявленского. Дух Божий веет где хочет. Он осеняет эти горы и ничего не боится. Ну а нам, грешным, нужны твердыни, защита и хранилище благочестия. Место, где можно получить благодатную помощь, наставление в вере или просто мудрый совет. Ну, наверное, слышали или знали, что старец Илья, оптинский духовник Святейшего Патриарха и наставник множества монашествующих, подвижник Русской Церкви, он назвал Богоявленский Маланский монастырь блокпостом на юге России. И можно сказать, что это блокпост Русской Православной Церкви. И если дальше думать, то как и было раньше, так и сегодня осетинское православие, монашество
является вот таким форпостом России на Северном Кавказе. Сегодня стало модным гадать, что было бы, если бы где-то по дороге на своем долгом историческом пути ассы отреклись от христианства, приняли бы другую веру, религию завоевателей или соседей. Осетии бы не было бы полностью, народ бы просто потерялся без православной церкви и без тот множество мучеников, святителей, которые покрывали и хранили аланскую землю и астинский народ. Без Георгия Победоносца и покровительства, и молитвы его, я уверен, что и слабости народные, которые у осетин есть, они бы их просто вывели полностью или в язычество, или даже в мусульманство, как это произошло, например, с теми сербами, которые жили на албанской земле, которые приняли ислам. Такое уже случалось в прошлом. Вскоре после принятия христианства в 931 году аланы потерпели поражение от хазар и по их требованию депортировали греческих епископов и священников. Вот только так, а не иначе. Отказ от христианства – знак военного поражения, подчинения врагу. Но есть же еще собственная, традиционная арийская древность. Может быть, в ней спасение и гарантия национальной самобытности? Увы, так не бывает. Напрасный труд искать в прошлом ключ к будущему. Лучше растворить прошлое в настоящем и с любовью к нему, с памятью о нем творить для своих детей достойное и справедливое завтра. Ради Христа нужно суметь отказаться от всего. И потом Господь удивительным образом все возвращает. Понимаете? Но совершенно в другом свете. В прошлом аланского народа царство, завоевания, миграции на запад и восток через весь континент, войны, периоды величия и долгие перегоны в темноте, почти без надежды на выживание. А в настоящем, если бы современная история Осетии была безоблачной, можно было бы всецело предаться этнографической старине. Но улетают в московское небо дети Беслана, современные аланские святые, ангелы многострадального осетинского народа. Как человеку и целому народу перенести то, что перенести невозможно? Как выжить на войне без спасающего и милосердного Бога? Вы знаете, у астин очень детская вера, очень чистая. Астины верят как дети. Дети ведь как верят? Они узнали и поверили. Сказку им читаешь, они верят. Волшебников, все. А здесь вот сердцем, понимаете, все. Вот есть вера, есть Господь, и мы в это верим, и мы за это умрем. Понимаете? Мы умрем за Господа, за свою веру, не моргнув, как за Отечество. В Южной Осетии на колоколах, висящих у входа в храм, можно прочитать известную фразу, обращенную к моим соотечественникам: «Русь святая, храни веру православную». Господа, помолимся сердцем все. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Святая Русь — это не географическое, а духовное понятие. Она включает в себя сотни народов и миллионы людей, хранимых Христом и призывающих Его имя. Осетины — народ религиозный. Это не вызывает сомнения и проявляется во всем: в укладе жизни, в уважении к старшим,
в умении жить в единстве с миром, с природой, друг с другом. Духовные традиции севера и юга, запада и востока, Кавказа и Византии, Осетии и России органично соединяются в аланской душе. И глядя на это, хочется воскликнуть: древняя Алания, храни веру православную, и она сохранит тебя среди старых обольщений и новых угроз.